Традыцыйна перад пальмовай нядзеляй у Гродні адбыўся крыжовы шлях вуліцамі горада. У ім сярод іншых прынялі ўдзел сотні маладых людзей. Яны з'яўляюцца ініцыятарамі гэтага набажэнства. Своеасаблівая маніфестацыя веры адбылася пасля святой імшы ў катэдральнай базіліцы, якую ўзначаліў ксёндз-канонік Ян Кучынскі. Удзельнікі крыжовага шляху прайшлі праз савецкую плошчу на па-бернардынскі ўзгорак, дзе ў касцёле адшукання святога крыжа і завершылася набажэнства. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Осуждение и взаимообвинение. Неприятности на работе. Разболелась голова. Забрала детей со школы. Приготовила ужин, убрала дома, помогла детям сделать уроки. С работы вернулся муж, уцепился за какую-то мелочь, и мы опять поругались. Неужели так сложно увидеть мой труд? Неужели нельзя просто молча посидеть рядом? Когда в последний раз он дарил мне цветы, целовал перед уходом на работу? С каждым годом мы отдаляемся все больше и больше. У меня сегодня был тяжелый день. Вернулся с работы, а жена опять накрученная, без настроения. Я задал элементарный вопрос, а она устроила скандал. В последнее время такие ситуации не новость. Я тяжело работаю, чтобы у жены и детей было все. А она требует от меня неизвестно чего. Это совсем не та женщина, с которой я познакомился много лет назад. Иисус говорит: настоящая любовь терпелива, настоящая любовь не осуждает, настоящая любовь прощает и благодарит за крест. Так же, как и ты сегодня, я стоял на суде у Понтия Пилата. Так же, как и тебя, так и меня осудили и не захотели принять. Но я не осуждал в ответ. Я молча принял суд и пошел крестным путем. По-настоящему любя, мы встречаемся с терпением. И через все трудные моменты, прожитые вместе, любовь становится крепче и сильнее. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Нежелание брать, отказываешься за семью, громадянский шлюб. Сёння Витя запропонував пожить разом. Не ведаю. Што цяпер рабіць? Я кахаю яго. Ён мяне хіба таксама. Але я так чакала, што ён вось-вось запрапануе мне выйсці за яго замуж. Я так хачу прыгожую белую сукенку, фату, хачу насіць заручальны пярсцёнак. Я мару аб нашым сумесным дзіцяці, аб нашым уласным памяшканні. Але не. Праўду Вітя кажа. Трэба крыху пачакаць, назбіраць яшчэ грошай, скончыць вучобу, а потым праз нейкі час мы ажэнімся. Абавязкова. Файная дзяўчына Ольга. Прыгожая, весёлая, разумная і працавітая. Няўжо я сапраўды закахаўся? Але сужанства? Не, гэта не для мяне. Я яшчэ замалады, хачу пагуляць, хачу пажыць для сябе. Столькі ўсяго наперадзе, а мне звязаць сябе сямейнымі абавязкамі і сакраментам шлюбу? Не, поживем так,
толькі грамадзянскім шлюбам. Также большая частка моих знакомых. Приглядимся еще один до одного, а там будет бачно, что далее. Может, за этот час кого лепшего знайду? Я кохаю тебя всем сердцем, тому взял на себе этот крыш. Ты думаешь, мне не было страшно? Ты думаешь, я ведал, смогу дойти до конца? Але Бог дал мне силы. Я с любовью услал на свои плечи этот тяжар, с любовью до Отца и до тебе. Не разумею, чему ты боишься взять на себя отказность за коханую особу? Бог сказал, покинет человек отца своего и мать свою, излучится, и будут двое одним телом. Что Бог сложил, человек хай не разлучает. Pan Jezus upada po raz pierwszy. Kłaniamy Cię się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Первый кризис в семье. Мой муж, который раньше мне казался идеальным мужчиной, вскоре после свадьбы поменялся. Зачем стараться что-то делать, если его и так все устраивает? Рядом же женщина-робот, которая и постирает, и уберет, и погладит, и приготовит, и на работу сходит, и советом поможет. Он считает, что домашние обязанности должна выполнять только жена. Не мужское это дело посуду мыть и ужин готовить. Поэтому времени на саму себя у меня совсем не остается. Домашние заботы и хлопоты отнимают много сил. А еще и родственникам мужа нужно угодить. Я, наверное, поторопился с браком. Нужно было еще какое-то время повстречаться, присмотреться друг к другу. С одной стороны, конечно, удобно, что в доме всегда есть еда, чистые вещи. Но с другой, появляется много суеты и дополнительной ответственности. А моя жена опять ко мне придирается. Она видит во мне только сплошные недостатки, постоянно чем-то недовольна. Иисус говорит, когда ссорятся муж и жена, не понимая друг друга, они наносят себе болезненные раны, а муж и жена – это одна плоть. Такова моя воля. Жены, подчиняйтесь мужьям своим, как Господу, а мужья, так любите своих жен, как собственные тела. Любящий свою жену любит самого себя. Молитесь друг за друга, совместно молитесь. Разговаривайте открыто друг с другом. Помните о клятве во время венчания. Часто исповедуйтесь в тайне исповеди и любите друг друга такими, какие вы есть. Czwarte, Pan Jezus spotyka swoją matkę Najświętszą. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Przez Twój święty świat odkupić raczy. Батьковское благословение, совесть поколения. Я сама уже 30 годів матері, і моя дочка недавно стала матір'ю. І дякую Богу. На моїм шляху я ще відчуваю присутність моєї дорогої матулі. Присутність і допомогу прозріє погляд, її слово,
її молитву, її часами наракання, праз її терпіння, праз її чекання нового життя. Моя матуля 4 годи як не ходить, а лежить у ложку. Тая, яка все життя була на ногах і виховувала 4 дітей, завсюди була жвавою. А тепер вона просто со мною про свою пещоту і матчине серце. Але її присутність найдорожніша. Я вже 30 років як батька і 32 роки як жена. За цей час мало чого було в моєму житті. Спочатку нашого сімейного життя ми не хотіли дитяти. Хотіли пожити для себе, а потім не трималися. І я, як мог, потримлював свою жінку. Говорив, щоб вона не хвилювалася, почекала і довірилася Богу. Мы ж молились, ездили на разные семейные встречи и просто отдали свою проблему Иисусу. И праз полгода у нас народился Янок. Я вельми горжуся, что у меня народился сын. Я хотел для его стать сапраўдным батьком и мужчином, на якого ён бы равнявся. Бо мой батька был менавіта таким. Батька был для меня опорой, підтримкою у любой тяжкой ситуации и прикладом сапраўдной веры у нашего любящего Отца. Иисус скажа: Дорогие батьки, моя мать Мария была со мной у кожный момент моего земного життя. Яна любила меня с матчиной пещотой. У атмосферы 2 кохающих себе людей, Юзефа и Марии. Я возрастал и учился разом с вами быть человеком. Я же вельми добре розумію вашу самоту по той любові, у сім'ї якої, на жаль, сьогодні не хапає, во взаємних відносинах поміж суженцями, батьками и детьми, детьми и батьками. Запросите меня в ваши семьи, в ваши относины. Я наполню их своей силой и лаской. Я допомогу злучить тое, что разбилось. Надам блеск тому, что потемнело. Дам сенс кожной хвилины, проведенной разом. Стація 5. Шимон Сирени помага несть крzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Взаимоподдержка между мужем и женой в Христе семьи. Был прекрасный, чудесный день. Ничто не предвещало беды. Обычный плановый медосмотр. Заключение врача прозвучало как приговор. У вас онкология. Как жить дальше? Неужели Бог оставил меня? Как сказать мужу и детям? Началось мое длительное лечение. Бесконечные больницы, обследование, химиотерапия. Я стала чувствовать себя обузой для своих близких. Я вижу, как муж переживает и заботится обо мне. Неужели он еще любит меня, несмотря ни на что? Я заметил, что с моей женой что-то происходит. На вопрос, что случилось, жена расплакалась и сказала, что у нее обнаружена онкология. Долгое молчание повисло между нами. Показалось, что это какая-то глупая шутка. Я не понимал, чем могу помочь своей жене. Но знал одно, что сделаю все возможное ради своей любимой. Лечение давалось нам очень тяжело, и казалось, что ситуация безнадежна. Единственная надежда была на Бога
и в силу которого мы верили. И Он нас не оставил. Жена выздоровела. Иисус говорит: Мои возлюбленные, очень часто можно почувствовать себя в жизни одиноким и оставленным. Такое чувство может родиться тогда, когда нет поддержки другого человека. Я послал вас друг к другу и избрал вас быть призванными и жить в семье. Каждый из вас нужен друг другу. Муж жене, жена мужу, дети родителям, родители детям. Стація 6. Święta Weronika, ocierat wasz Pan Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Просил нас и обаятельность, молоди, смелость и отвага. Что один человек може дати іншому? На розум приходить їжу, гроші, інші коштовності. Але многі при гэтым забываюць пра час і увагу. Бо часто дастаткова проста працягнуць руку іншаму чалавеку. І для гэтага патрэбна ўсяго толькі смеласць. Мы ж хаваем сваю абыякавасць за чымсьці матэрыяльным. Праца. Вялікі калектыў, я можа свой. Я бачыў, як можна павялічыць прадукцыйнасць, зрабіць працу лягчэй і зручней для ўсіх. Але я не хочу вылучацца, быць белай варонай. І мне проста лянота. Пры гэтым па шляху дадому разам з калегамі так добра абмяркоўваць кіраўніцтва працы. Вось тут я смелы. Дом, сям'я. У ванны ўжо тыдзень капае кран. Я выдатна ведаю, як можна яго паправіць. Для гэтага нават не патрэбен набор ключоў, які ляжыць у шафе. І мне зноў лянота. Пры гэтым я лёгка магу выбракнуць жонку, што да майго прыходу не прыгатавана вячэра або уборка яшчэ не скончана. Вось, тут я смелы. Ісус каже: Ва ўсіх гэтых сітуацыях дастаткова проста ўстаць і працягнуць руку. І для гэтага ўсяго не трэба грошай. Кажу вам, сапраўды, што зрабілі вы іншаму, то зрабілі для мяне. І што не зрабілі іншаму, тое не зрабілі для мяне. Стація 7. Пан Єзус упада по раз другий. Кланяємо Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Пороки и страдания современной семьи, ссоры, измены и разводы. В последнее время я чувствую, что наши отношения с мужем изменились. Мы все меньше времени проводим вместе. Практически не разговариваем друг с другом. Каждый занят своими делами и хлопотами. Муж перестал меня хвалить и восхищаться мною, и постоянно чем-то недоволен. С каждым днем он приходит домой все позже и позже, и по вечерам постоянно с кем-то разговаривает по телефону. Неужели у него кто-то появился? Недавно я познакомился с прекрасной женщиной. Она замечательно выглядит, мне с ней очень приятно общаться. Она всегда меня выслушает и поддержит. А дома
Дома постоянные ссоры и упреки и одни обязанности. Раньше жена понимала меня с полуслова, и для нее я был настоящим героем, на которого она смотрела с восхищением. И для нее я был готов горы свернуть. А теперь в отношениях нет уже той легкости, которая была раньше. Только непонимание, разочарование и обида. И тут в моей голове возникла мысль: измена. Все вокруг говорят, что в измене нет ничего страшного. Многие мужчины так изменяют. Но как же супружеская клятва? Обещаю тебе хранить верность, счастье и несчастье, а также любить и уважать себя до конца своей жизни. Иисус говорит: в сегодняшнем мире так легко потеряться, совершить грех, упасть под тяжестью семейных крестов. Супружеская жизнь – это не только радостное событие, но также постоянная работа над собой, посвящение друг другу, верность, жертвенность. Измена навсегда поменяет ваши отношения в семье. Не допускайте даже мысли о неверности, так как это уже является предательством вашей супружеской любви. Измена порождает за собой и другие грехи: обман, недоверие, осуждение, страх. И с каждым днем вы все больше и больше тонете во грехе. Человек, который изменяет, отвергает Божье благословение, установив свои желания и свою похоть выше семейных ценностей. И если у вас возникли сомнения в верности супруга или супруги, не стоит искать доказательств этого греха, а просто молитесь и пытайтесь понять, почему это происходит и как можно все исправить. Pan Jezus spotyka płaczącą niewiastę. Kłaniamy Cię się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Zechce Twój święty świat odkupić raz. Мы молодая католическая семья. Живем разом уже не который час. Мои батьки весь час пытаются, коли мы им подолим внуков. Что робить? Спознать радость материнства, або атрымаць асалоду ад сямейнага жыцця. Быть маці – гэта вялікая адказнасць. Увесь свой час трэба будзе прысвячаць дзіцяці. А як жа я? У мяне яшчэ былі такія планы: скончыць курсы цырульніка і візажыста, адкрыць маленькі бізнес, паглядзець свет. А дзіцё? Напэўна, потым. Не цяпер. Бо мы толькі пачалі жыць. Потым. Бог дасць яшчэ дзетак. А пакуль можна абысціся метадам натуральнага планавання дзіцяці, а можа і нават і сродкамі кантрацэпцыі. Мы только оженились, только пачалі жыць для нашей семьи. Мы повинны нарадоваться один одним. Мы повинны привыкнуть жить один с одним. Дитё, стать татом, еще совсем рано. Еще нема свого кута, еще не зробили ремонт, не купили меблі, не собрали гроши. З'является целая куча отговорок. И бытовые питания затягивают. Але ж мы это кожной семьи у народжения дитяти. Мы боимся поменять статус с хлопца на мужа, а потім просто мужа на батьку. Бо хочеш відказність, да і ще яка, за себе, за жонку, за дитё, двух, а то и больше. Але поки весь вибор, мы почекаем. Бо так хочется пожить молодым,
безклопотным и трошечки безотказным. Потом. Иисус каже: Мои дорогие, молодые люди, молодые суженцы, кожный выбор заснавать семью – это выбор, який я даю вам. Перший крок, до кого закликаю вас, это довериться один одному, поверить у сенс вашего кохання. Без этого духовного дару неможливо бути щасливими і відкритими на дар народження дитяті. Не бойтеся, що ваша свобода буде нечим обмежована про сприйняття дару життя. Наоборот, я зроблю ваші відносини моцними і більш відказними. Укажу вам новий напрямок, як себе правильно і повно реалізувати. Stacja 9. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Зависимость от семьи, наркомания, алкоголизм, игровая зависимость. Что за поколение молодых людей? Наши дети то и дело ходят в грех. Скоро, чтобы пообщаться с ними, нужно будет записывать видеосообщения, так как экран телефона или компьютера становится для них Богом. Они не видят выхода из сложных ситуаций, начинают убегать от трудностей, впадают в депрессию и находят единственный выход в наркотиках, алкоголизме и многих других пороках современного общества. Дорогой папа, хорошо, если ты есть, и я тебя знаю. Ведь так часто тебя просто нет в моей жизни. Дорогая мама, вы задаетесь вопросом, почему я так часто убегаю в виртуальный мир? Или почему я ищу убежище и авторитетов на улице, в наркотиках? А бывает, единственный способ заглушить боль – это суицид. Ты хочешь узнать, от чего все это? Просто, когда я была маленькая и нуждалась в том, чтобы мы вместе читали на ночь книгу или играли в снежки, пили чай и общались, вы, дорогие родители, были на работе, в телевизоре, в газете, в телефоне или в алкоголе, в своих заботах, думая, что обеспечение меня материальными благами – это самое главное. А я была предоставлена сама себе. Иисус говорит: я падаю третий раз. Перед самым распятием падаю. Но несмотря ни на что я встаю. Когда, казалось бы, подняться уже невозможно. Непонимание, разлад, зависимость, эгоизм. В эти моменты вам кажется, что выхода нет. Те, кто со мной, всегда найдут нужные силы. И я буду всегда с вами рядом. Дорогой папа, дорогая мама, дорогой сын, дорогая дочь. Помните, какой бы сложной ни была ситуация, со мной вы подниметесь после каждого падения. Stacja 10. Pan Jezus szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Przez krzyż Twój święty świat odkupić raz.
Слава Святого Духа Святого. Старайся стакаться с хлопцами. Спочатку другой розмови, квитки, потім тримали за руки, свиданки, поцілунки. Але з кожним разом хотілося чогось більше. Розуміла, що це спокуса з одного боку. Але з другого зараз такий світ. Як хлопець розуміє, що кохає його, коли немає сексуального життя разом. А ще сабруки рають поспробувати пожити разом перед шлюбом, та ліпше познати один одного. Як і кожен хлопець, я здобутчик. З дівчиною не виключення. Чим складніше було заволодити її увагою, тим більша перемога. Але часом виникає думка, навіщо все ускладняти? Навіщо чекати? Навіщо обмежувати себе? Коли можна дівчину схилити до сексуального життя, бо я лічу, що я так само все тяжей стримувати себе. А порнографія? Чому не отримати худке задовольнення? Сьогодні можна жити згодно з модою і доходження в собі. Ісус каже, шостая заповедь заповядує, не розпусничай. Тіло – это святыня Духа Святого. Хто зневажає святыню Духа Святого, той сам себе знищає і ображає іншого. Справжнє кохання і любов не треба доказувати. Сексуальність дав нам Бог, але треба її правильно використовувати. Бог установив сакрамент суженства, праз який двоє, мужчина і жінка, становятся одним телом. Бережите себе один для одного. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Strach i agresja w отношению к другим. Аборт. Я уже на аборт. Я твердо решила. У нас уже есть 2 детей. Зачем еще плодить нищету на свет? Этих бы обеспечить. А с таким мужем я все равно не подниму их на ноги. Что ему? Каждый вечер то в компьютере играет, то смотрит что-то, постоянно с бутылкой пива. Весь дом на мне. Я устаю на работе. Дома обязана наготовить, поубирать, уроки с детьми сделать, проследить за порядком и так изо дня в день. А он, видите ли, тяжело работает и устал. А как же моя усталость? Я давно перестала смотреть на себя в зеркало. У меня сплошные обязанности. Все. Я не хочу больше детей. Я устала. Она права. Зачем нам еще один ребенок? Он будет опять кричать и плакать по ночам, требует что-то, не будет давать спать. Зачем мне это? Сделай того. И я так тяжело работаю, чтобы не зарабатывать, а вечно им что-то надо, даже расслабиться никто не даст. Днем на работе достаю, вечером жена пилит, дети орут. Нет, мне этот ребенок не нужен. Иисус говорит, меня прибили к кресту, и это была жуткая боль. Хотя мне казалось, что я уже ничего не могу ощущать. Меня прибили 3 гвоздями. В первую очередь, своим равнодушием. Убить дитя в своем лоне – это больше, чем грех. Это приговорить к смерти того, кто сам защититься не может. Это убить того,
кого в первую очередь родители должны защитить. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Придите ко мне, берите дары из моей сокровищницы, услышьте друг друга, защитите того, за кого вы в ответе. Стація 12, Пан Єzus умирає на крzyżu. Kłaniamy Cię się, Panie Jezus Chryste, błogosławimy Ciebie. Przez krzyż Twój święty świat odkupić raczy. Mamy wykazywać i pokazywać swoje kochanie u siebie. Як усё надакучила. Я стамілася. Стамілася приходзіць дадому, у якім, не гледзячы на тое, што нас трое, адчуваю сябе вельмі пуста. Няма агульных інтарэсаў, планаў, мэтаў і любові. Хіба ўжо таксама няма. Куды ўсё падзелася, бо ўсё так добра пачыналася. Пажылі да вяселля грамадзянскім шлюбам, так сказаць, паспрабавалі. Усё было бы выдатна, распісаліся. І пазней нават абвянчаліся. І ўсё, здавалася, было добра, як у ўсіх. Але штосьці ў нашых адносінах сапсавалася. 7 гадоў, як мы ведаем адзін аднаго. Закахаўся я ў яе з першага погляду. Вясёлая, прыгожая, разумная, з пачуццём гумару дзяўчына. Год сустракаліся, а потым вырашылі пажыць у грамадзянскім шлюбе. Пажаніліся, пазней узялі шлюб. І нешта між намі здарылася не так, як марылі мы на пачатку. Была закаханасць, запал. Каханне, напэўна, таксама было. Але дзе яны цяпер? Замест гэтага засталіся прыдзіркі адзін да аднаго і заўвагі. Чаму так мала зарабляеш? Вось Ленкі муж стараецца, а ты? Калі ў нас будзе новая машына? Не надакучыла на развалюсе ездзіць? Калі паедзем у адпачынак? Яна не разумее, што мне таксама нялёгка. На працы шмат абавязкаў. Трэба дапамогчы састарэлай маці, бо бацькі ўжо няма. З сябрамі часам хочацца дзесьці выйсці, расслабіцца. Прыходжу дадому, хачу адпачыць, а яна са сваімі загадамі. Пасці туды, вынесі гэта, пагуляй з сынам. Няма паміж намі ўзаемаразумення. А каханне? Не ведаю. Яго хіба таксама ўжо няма. Езус кажа: «Мои улюбленные, моя любовь до вас моцная, безмежная и безмоўная. Яна привела мяне на крыж. Для стварэння і захавання сям'і трэба шчыра любіць сябе. Трэба навучыцца быць цярпялівымі і ўзаемна сябе прабачаць. Калі у вас не будзе хапаць ужо сваіх сіл, прасіце мяне, каб я мог вылечыць вашу любоў. Я Бог, які полюбіў вас вечнай любоўю. Прыміце мою любоў». Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Przez krzyż Twój święty świat odkupić raczy. Stradanie niewinnych ludzi. И почему в этой жизни все так несправедливо? Куда смотрит Бог? Мы так ждали этого малыша, столько готовились, а родился ребенок-инвалид.
Я люблю эту крошку, но не знаю, как с этим всем справиться. Постоянные поездки по больницам. Уже не осталось ни сил, ни денег. Страдаем и мы, и прежде всего это маленькое невинное создание. За что нам все это? Как теперь выглядит наша жизнь? Вечный поиск денег на лечение. Я устал. Я устал от постоянного страха, что будет завтра. Жена не обращает на меня внимания, а все свободное время уделяет больному ребенку. Одни сплошные страдания. А что дальше? Ради чего страдать, когда наконец настанет уже эта белая полоса, которая должна следовать за черной? Иисус говорит: не бойтесь, дети мои, я всегда во всех ваших страданиях. Я с вами, и только ради вас я принял на себя мучительную смерть, пережил уже унижение. Я, как и вы, любил жизнь, ходить по земле, радоваться жизнью с вами. Я сострадал с вами, когда видел вас больными, страдающими. Придите ко мне, все утружденные и страдающие, а я вас утешу. Отныне страдания и смерть человека со мной обрели новый смысл, смысл спасения и вечной награды. Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Cię się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Wiera u wieczne życie i воскрешение z Jezusem. Бог створил меня женщиной чулой, ранимой и дал сердце здольное любить и даровать. Дав силу підтримувати мужа, не глядячи на його недохопу. Я щаслива, що мій муж у нашій сім'ї так шмат уваги уділяє релігійному життю, а я можу бути йому помощницею во всім. Я вже не уявляю життя без Бога, без щоденної молитви у сім'ї. Бог – криниця моці нашої сім'ї, щоб вона була тривалою і повновартісною. Бог створил меня мужчиной. Моя роль – оборонять, застерегать, быть годной опорой женце и детям. Пане Єзу, глядячи на Тебе, я бачу приклад терпения и стойкости. Ты, ведаючи, что буде напереди, не сопротивился воле своего Отца, але казал, что в деле этого Ты прошел на землю. У Тебе, Пане Єзу, я бачу приклад моей мужності, літості і розважливості. Твій приклад допомагає вистояти під напором спокусу сучасного життя, добре розуміти свою жінку і дітей. Пане, прошу, накеруй мене до себе. Допоможи моїй сім'ї у тяжкі хвилини, робіть ті кроки у земному житті. Єзус каже: «Моє улюблене, радуйся з кожної вашої думки об вічності і об тим, що вже на землі плануєте життя со мною. У тишині моєго поховання запала глибока тишина і таємниця нового життя, яка відкривається з ще більшою силою і розольється у серці всіх тих, що люблять мене. Разом з вами дякую Отцу Небесному за ваше уславлення уже на землі, про сприйняття моєго життя і докладне виконання своєго покликання. Я обіцяю ваше прославлення со мною у вічності.